Государственная телерадиокомпания ЛТР продолжает цикл передач, приуроченных к 75-летию Министерства иностранных дел Кыргызской Республики. Наш сегодняшний собеседник – чрезвычайный и полномочный посол Японии в Кыргызстане Сигеки Маэда. Здравствуйте, уважаемый господин посол. В первую очередь, разрешите поздравить вас с назначением на должность чрезвычайного и полномочного посла Японии в Кыргызской Республике и вручением верительных грамот президенту Сооронбаю Джеймбекову. Кыргызстан и Япония активно развивают сотрудничество по широкому кругу вопросов. Между странами поддерживается диалог на самом высоком уровне, учитывая то, что даже планируется участие президента Кыргызской Республики Сооронбая Джеймбекова в церемонии интронизации Его Величества императора Японии. Как вы оцениваете текущий уровень отношений между нашими странами? 日本とキルギスは民主主義の理念、哲学を共有する Япония и Кыргызстан являются важными партнерами, которые разделяют демократические ценности. После обретения независимости впервые в истории Кыргызстана президент Сооронбай Джеймбеков примет участие в церемонии вступления нового императора на престол. Его участие в данном мероприятии для нас большая честь. Мне также известно, что для президента Джеймбекова это будет первая поездка в Японию. Его превосходительство император со своей стороны также с нетерпением ждет визита президента Кыргызской Республики. Переговоры первых лиц внесут большой вклад в углубление и развитие двусторонних отношений. Я убежден, что визит президента в Японию станет возможностью для еще большего укрепления отношений между нашими странами. 首脳の交流というのは二国間の関係を大変発展させる、強化させるものだということであります。 Действительно, за последние годы сделано много, достигнуты хорошие договоренности, состоялись уже успешные визиты. Каким вы видите перспективы двустороннего сотрудничества? 私は10月の9日に大統領 9 октября на встрече с президентом Джеймбековым по случаю церемонии вручения верительных грамот президент отметил Японию как одну из самых важных стран-партнеров. Он также дал высокую оценку проекту «Одно село, один продукт» правительственной организации по оказанию помощи JICA. На протяжении нескольких лет посредством межпарламентских визитов на различных уровнях укрепляется взаимодействие между нашими странами. В период моего пребывания в должности я бы хотел обязательно осуществить визит на высоком уровне. 最近は両国の議会間で相互訪問をするというような交流も出てきております。さまざまなレベルでの交流が深まってきております。 Господин посол, вы вступили в должность чрезвычайного и полномочного посла Японии в Кыргызской Республике лишь на прошлой неделе. На что вы намерены обратить особое внимание в качестве посла для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества между Японией и Кыргызской Республикой? はい、私は日本の貿易投資の На протяжении 38 лет я работал в японской организации по развитию внешней торговли JETRO. В этом смысле я не являюсь профессиональным дипломатом, но являюсь профессионалом в торговых инвестициях. Думаю, именно поэтому меня направили в качестве посла в Кыргызскую республику в дополнение помощи в сфере официальной помощи развития для продвижения частного предпринимательства. Посредством взаимодействия между Кыргызстаном и Японией в бизнес-сфере, в частности, привлечения японских компаний, используя мои знания и опыт в этой сфере, я намерен наладить экономические отношения. 私自身の持っております知見、知識あるいは経験を持ってですね。 Уважаемый господин посол, скажите, на ваш взгляд, какие есть схожести и различия между кыргызами и японцами? 私はまだ来て10日目でありますので、こんな短い間に2つの国民の Мне сложно сказать о схожести и различиях между кыргызами и японцами, так как с моего приезда прошло всего 10 дней. Но я слышал до приезда, что внешность наших народов очень схожая. И я в этом убедился уже лично. У меня сложилось впечатление, что кыргызы очень серьезные и скромные. Возможно, это тоже схожая черта с японцами. Что касается различий,
то можно сказать, что Кыргызстан – молодая страна, население которой растет с каждым годом, а Япония – зрелая страна, население которой сокращается. Также я слышал, что в Кыргызстане можно встретить большие семьи, где живут 3 поколения – дети, родители, дедушки и бабушки. В Японии же развита нуклеарная семья. Семья, состоящая только из супружеской пары и детей. Очень много случаев, когда каждое поколение живет отдельно. Это, наверное, и есть различие, которое я заметил. Однако на прошлой неделе я посмотрел футбольный матч команды Кыргызстана. Мне показалось, то, как поддерживают болельщики свою страну, везде одинаково. 世代別に別々に住むという家族化が進んでいるとこういう点もやはりちょっと違いかなというふうに考えております。 Конечно, в укреплении и расширении сотрудничества между странами большую роль играет внешнеполитическое ведомство, это безусловно. В этом году свое 75-летие отмечает Министерство иностранных дел Кыргызской Республики. Что бы вы пожелали своим кыргызским коллегам в связи с этой датой? キルギスの外務省が75年間にわたりですね、外 Я бы хотел выразить глубокое уважение достижениям и истории кыргызской дипломатии, которую Министерство иностранных дел Кыргызской Республики построило на протяжении 75 лет. Дипломатическим отношениям между нашими странами исполнилось 27 лет. На протяжении всего времени дипломатические ведомства обеих стран продолжают прилагать все усилия для укрепления отношений между нашими странами и выстраивают дружественные двусторонние отношения. Прежде всего, в тесном сотрудничестве с Министерством иностранных дел Кыргызстана, используя свой опыт, я буду прилагать все усилия для дальнейшего развития и улучшения японско-кыргызских отношений. さらなる関係の改善あるいは関係を良くしていく強化していくことに最大限努めていきたいと思います。 Спасибо, уважаемый господин посол, за то, что нашли время встретиться с нами и ответить на наши вопросы. Разрешите еще раз поздравить вас с назначением на должность чрезвычайного полномочного посла Японии в Кыргызской Республике и пожелать вам успехов в вашей работе. А я напомню, что нашим сегодняшним собеседником был чрезвычайный и полномочный посол Японии в Кыргызской Республике Сигеки Маэда.